Шоклопан Бзита. Добрый вечер, дорогие слушатели. Я рада вас приветствовать на 66-м онлайн-занятии по абазинскому языку. Этот курс рассчитан на изучение абазинского языка с нуля. Программа курса разработана организацией Алашара. Автор методического пособия Беляль Хасароков. Вести занятия буду я, Фатима Ионова, автор группы Абаза Бызжа. Этот и все последующие уроки будут доступны на официальном сайте alashara.org в разделе «Языки Абаза» в подразделе «Видео», а также в группах Абаза Бызжа и Алашара во всех социальных сетях. Не забывайте подписываться на YouTube-канал Алашара и YouTube-канал Абаза Бызжа. Ставьте лайки, комментируйте видео. У нас с вами на сегодняшнем занятии следующий план работы. Мы с вами сначала выполним небольшое упражнение на переписывание, а затем отработаем произношение важных звуков с помощью скороговорок. Итак, давайте приступим к занятию. Первая часть занятия – это переписывание. Давайте сначала вспомним, как сказать переписывание на абазинском языке. Переписывание на абазинском языке – аквелгара. Давайте повторим еще раз. Аквелгара. Обратим внимание на выделенные буквы. Буква К выделена желтым цветом. Буква Х пишется как Х твердый знак. Х твердый знак. Произношение буквы Х мы с вами запоминаем с помощью слова шапка. Шапка на абазинском хлпа. Х, хлпа. Вы со своей стороны можете писать в комментариях слова, которые вы... свои слова, свои варианты слов на букву Х, да? А также на все другие буквы, которые мы сегодня будем проходить, которые вот они выделенные. Следующая буква – это буква В. Обратите внимание, как пишется буква В. Пишется она как Г, палочка, В. Г, палочка, В. Да? Произносится как В. Произношение буквы В мы запоминаем с помощью слова гнездо. Гнездо на абазинском языке вяра. Вяра. Букву Г, вот она выделена голубым, мы запоминаем с помощью слова весна. Весна на абазинском языке гапн. Г, гапн. Да? Г, гапн. Очень хорошо. Значит, смотрите, мы с вами сейчас разобрали все выделенные буквы. Теперь давайте еще раз правильно постараемся прочитать слово, которое мы видим на слайде. Да? Аквелгара. Аквелгара. Очень хорошо. Теперь приступим. Сначала постараемся вместе прочитать то, что мы видим на слайде. Если трудно читать, просто сопоставляйте звуки, которые я произношу, с теми буквами, которые вы видите на слайде. Итак, Сара сехез расул, сан лехез зулиб, саба ехез нуриб. Сара сехез расул, сан лехез зулиб, саба ехез нуриб. Итак, перевод. Меня зовут Расул, мою маму зовут Зули, а отца зовут Нури. Итак, теперь давайте обратим внимание на выделенные буквы и постараемся вспомнить, с помощью каких слов мы с вами запоминаем произношение этих букв. Итак, сначала разберем букву Х. Обратим внимание, что буква Х пишется как Х мягкий знак. Да? Х мягкий знак произносится как Х. Произношение буквы Х мы с вами запоминаем с помощью слова золото. Золото на абазинском языке хапщ. Х, хапщ. Буква П, вот посмотрите, мы видим ее в словах расулб, зулиб, нуриб. Да? Буква П пишется как П-палочка. Произношение буквы П мы запоминаем с помощью слова клюква. Клюква на абазинском языке прп. П, прп. Разобрали выделенные буквы. Давайте еще раз прочитаем предложение на слайде. Сара сехез расул, сан лехез зулиб, саба ехез нуриб. Сах шаведжинадзит, ахба лехез аминатб, айцба айшатб. Сах шаведжинадзит,
ахбалыхиз аминат, айцба айшат. Итак, смотрите, перевод. У меня две сестры. Старшую зовут Аминат, младшую Айшат. Обратим внимание на выделенные буквы, да? И постараемся запомнить, как они пишутся и как они произносятся. Начнем с буквы Ч. Буква Ч пишется как Ч В. Произносится она как Ч. Произношение буквы Ч мы с вами запоминаем с помощью слова постель. Постель на абазинском языке чарта. Ч – чарта. Букву В, посмотрите, как пишется буква В. Г, палочка, В. Да? Г, палочка, В образует звук В. Букву В мы запоминаем с помощью слова гнездо. В, вяра. В, вяра. Звук Дж в слове «вдж», то есть двое, да? Звук Дж мы запоминаем с помощью слова джма. Давайте обратим внимание на то, как пишется буква Дж. Пишется она как Д, Ж, мягкий знак. Д, Ж, мягкий знак. Произносится как Дж. Дж, джма. Дж, джма. Буква Т. Буква Т пишется как Т-палочка, произносится как Т. Правильное произношение буквы Т мы с вами запоминаем с помощью слова сова. Сова на абазинском языке Т. Букву Х, посмотрите на слово ахба, то есть старшая, да, или старший ахба. Буква Х пишется как Х-палочка, произносится как Х. Произношение буквы Х мы запоминаем с помощью слова груша. Груша на абазинском языке Х. Х, Х. Букву Х мы уже сегодня выяснили. Мы запоминаем с помощью слова золото. Х, хяпщ. Букву П мы запоминаем с помощью слова клюква. П, прп. Букву Ц мы запоминаем с помощью слова дерево. Дерево на абазинском языке цла. Ц, цла. Обратите внимание на то, как пишется буква Ц. Она пишется как Ц, палочка. Давайте постараемся запомнить. Буква Ц – это Ц, палочка. И последняя буква на этом слайде – это буква Г. Да? Буква Г пишется как Г, палочка, а запоминаем мы ее произношение с помощью слова весна. Г, гапн. Г, гапн. Разобрали все выделенные буквы. Давайте теперь прочитаем слова. Прочитаем предложение на слайде. Сахша вёджинадзит ахбалыхиз аминат айцба айшат. У меня две сестры. Старшую зовут Аминат, младшую Айша. Сара а институт апны сапхит. Сара а институт апны сапхит. Я учусь в институте. Обратим внимание на выделенные буквы. Букву Х мы запоминаем с помощью слова золото. Х-хяпщ. Букву Т мы запоминаем с помощью слова сова. Сова на абазинском языке Т. Марьят шажета дагылд, амацаворта днашылд. Марьят шажета дагылд, амацаворта днашылд. Марьят рано встала, зашла на кухню. Обратим внимание теперь на выделенные буквы. Буква Ж пишется как Ж мягкий знак, произносится как Ж. Произношение буквы Ж мы с вами запоминаем с помощью слова кузница. Ж, жира. Ж, жира. Да? Теперь обратим внимание на букву Г. Буква Г пишется как Г, палочка. Мы с вами запоминаем произношение буквы Г с помощью слова весна. Г, гапн. Г, гапн. Букву Т мы с вами запоминаем с помощью слова сова. Сова на абазинском языке Т. Букву Ц, посмотрите, как пишется буква Ц. Она пишется как Ц-палочка. Произносится она точно так же, как в слове дерево. Цла. Ц, цла. С помощью слова дерево мы с вами запоминаем правильное произношение буквы Ц. Давайте теперь еще раз прочитаем слова на слайде. Марьят шажета дагылд, амацаворта днашылд. Марьят шажета дагылд, амацаворта днашылд.
Дмацауот. Лкапщела Рамазан дагылын шиджат. Дмацауот. Лкапщела Рамазан дагылын шиджат. Так, перевод. Приготовила, ее супруг Рамазан встал и умылся. Смотрите, обратим внимание теперь на выделенные буквы и давайте напомним себе, с помощью каких слов мы с вами запоминаем произношение выделенных букв. Обратим внимание сначала на букву Ц. Букву Ц мы с вами запоминаем с помощью слова дерево. Ц – сла. Букву Т мы запоминаем с помощью слова сова. Да? Сова на абазинском языке Т. Букву Х в слове лкапщела мы запоминаем с помощью слова шапка. Х – хылпа. Х – хылпа. Букву К мы запоминаем с помощью слова кхылпа. Обратим внимание теперь на слово дагылан. В слове дагылан мы видим звук Г. Звук Г мы запоминаем с помощью слова весна. Г – гапн. Г – гапн. Теперь давайте разберем звуки, которые мы видим в последнем слове, в слове чиджат, то есть умылся. Сначала разберем букву Ч. Буква Ч пишется как Т-Ш. Да? Произношение буквы Ч мы запоминаем с помощью слова лошадь. Ч. Буква Дж, посмотрите, в слове чиджат буква Дж встречается 2 раза. Буква Дж сама по себе непростая, да? Она состоит из 3 согласных. Д, Ж, В. Целых 3 согласных передают один единственный звук Дж. Теперь давайте вспомним, что букву Дж мы запоминаем с помощью слова стиральная машина. Джджага. Джджага. Да? Смотрите, разобрали выделенные буквы. Теперь давайте еще раз прочитаем слова на слайде. Дмацауот. Лхапщела Рамазан дагылын шиджат. Дмацауот. Лхапщела Рамазан дагылын шиджат. Приготовила. Ее супруг Рамазан встал и умылся. Айша дацкачан тчат. Уадырвяна анхарта тцат. Айша дацкачан тчат. Уадырвяна анхарта тцат. Он сел за стол, поел, затем пошел на работу. Смотрите, давайте напомним себе, быстренько пройдемся по выделенным буквам. Многие из них нам уже хорошо знакомы. Букву Ш мы запоминаем с помощью слова олень, шешарах. Переходим к слову дацхачан. Звук Дз мы запоминаем с помощью слова вода. Да? Вода на абазинском языке Дз. Букву Х мы запоминаем с помощью слова шапка, кхылпа. Букву Ч мы запоминаем с помощью слова яблоко, ча. Букву В мы запоминаем с помощью слова гнездо, вяра. И букву Т мы запоминаем с помощью слова сова. Сова на абазинском языке Т. Вспомнили, да, освежили память о том, как произносятся некоторые буквы абазинского алфавита. Теперь давайте прочитаем еще раз предложение на слайде. Айша дацхачан тчат, уадырвяна анхарта тцат. Айша дацхачан тчат, уадырвяна анхарта тцат. Он сел за стол, поел, затем пошел на... Так, теперь переходим к следующей части нашего сегодняшнего занятия. Эту часть мы называем развитие речи. Мы с вами сейчас пройдем несколько скороговорок и с помощью этих скороговорок отработаем произношение важных звуков. Сначала давайте вспомним, как сказать слово скороговорка на абазинском языке. Итак, скороговорки на абазинском языке аласфяраква. Аласфяраква. Да? Обратим внимание на выделенные буквы. Буква Х в слове аласфяраква пишется как Х палочка. В произносится как Х. Мы ее запоминаем с помощью слова трава. Х, хра. Букву К мы пишем как КВ, произносим как К, запоминаем ее произношение с помощью слова крыша. К. Теперь давайте разучим скороговорку, которая поможет нам отработать произношение звука Г.
Байки, 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 да бар абраки. Байки, 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 да бар абраки. Байки, 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 да бар абраки. Ну, здесь все легко и просто, да, потому что и в русском языке г мягкий знак будет произноситься как г. Но на всякий случай напомним себе, что звук г мы запоминаем с помощью слова чабрец. Чабрец на абазинском языке гин. Г, гин. Теперь отработаем произношение буквы Ж. Буква Ж пишется как Ж мягкий знак. Теперь давайте сначала прочитаем, потом разберем выделенные буквы. Егиц асбзеем ажара, дахаумжан заджги вара. Егиц асбзеем ажара, дахаумжан заджги вара. Еще раз давайте прочитаем. Егиц асбзеем ажара, дахаумжан заджги вара. Так, теперь давайте обратим внимание на выделенные буквы и постараемся запомнить, как они пишутся и как они правильно произносятся. Значит, начнем с буквы Г. Мы ее проходили на предыдущем слайде. Нам легко вспомнить, что букву Г мы с вами запоминаем с помощью слова чабрец. Г, ген. Букву Ц мы запоминаем с помощью слова дерево. Да? Это тоже легко вспомнить. Мы уже не раз сегодня напоминали себе об этом. Буква Ц пишется как Ц-палочка, произносится как Ц. Запоминаем с помощью слова дерево. Цла. Букву Ж мы запоминаем с помощью слова кузница. Жира. Жира. Посмотрите на слово дахаумжан. Мы видим звук Г. Да? Давайте напомним себе, что звук Г мы с вами запоминаем с помощью слова весна. Гапн. Гапн. И звук Дж в слове заджги. Посмотрите, звук Дж пишется как ДЖВ, да? Тот самый непростой звук, о котором мы с вами раньше, чуть ранее говорили. Звук Дж мы запоминаем с помощью слова стиральная машина. Джджага. Джджага. Разобрали все выделенные буквы. Теперь давайте еще раз прочитаем эту скороговорку. Егиц асбзеем ажара, дахаумжан заджги вара. Следующее. Букву К. Разберем букву К. Да, разберем скороговорку на букву К. Кя байцун кязу кязу. Кирайцун якивай амдун. Кя байцун кязу кязу. Кирайцун якивай амдун. Так, значит, давайте напомним себе, что букву К мы запоминаем с помощью слова юла. Кем. Букву Г мы уже выучили, да? Буква Г пишется как Г-палочка, и мы с вами запоминаем ее правильное произношение с помощью слова весна. Г, гапн. Г, гапн. Давайте теперь еще раз прочитаем эту скороговорку. Кя байцун кязу кязу. Керайцун якивай амдун. Кя байцун кязу кязу. Керайцун якива ямдун. Очень хорошо, молодцы. Очень хорошо поработали. Так, очень хорошо поработали. На этом наше занятие с вами подходит к концу. Прежде чем с вами попрощаться, я хочу вам напомнить, что этот и все последующие занятия вы сможете найти на официальном сайте alashara.org в разделе «Языки Абаза» в подразделе «Видео», а также в группах Абаза Бызжа и Алашара во всех социальных сетях. Не забывайте подписываться на YouTube-канал Алашара и YouTube-канал Абаза Бызжа, ставьте лайки, комментируйте видео. На этом я с вами прощаюсь. Аллах Чзарасхат.